Ингушская УФАС раскрыла крупное антимонопольное дело. Эти заголовки могли бы лечь в основу документального фильма, сценарий которого писали 2 года. Именно за это время сотрудники ведомства раскрыли участников картельного сговора, охватившего около 7 тысяч торгов по всей стране на сумму порядка 9 миллиардов рублей. Эти действия координировались со стороны производителя медицинских изделий МПК «Елец». Но обо всем по порядку. В наше управление в мае 2019 года, точнее, в июле 2019 года поступили 3 жалобы от ООО «МедСПБ» на действия аукционной комиссии. И в результате рассмотрения этого дела, получается, мы вынесли решение, мы уже вышли на такие факты, как заявитель указывал на то, что аукционное, то есть тендерное дело, так называемое, да, заказчик, уполномоченный орган, простите, уполномоченный орган Министерства финансов на тот период времени, он не увидел участников с российским производством, с российским товаром и не отклонил остальных участников. И потом, когда мы начали рассматривать дело, нам с уполномоченного органа сотрудники сказали, что они с ними также связывались по телефону и угрожали им жалобой в ФАС, если они не отклонят всех участников, кроме этих 2. Сотрудники ведомства выявили в действиях нескольких фирм, таких как МедСПБ, Оптомед, Прайм, а также 2 индивидуальных предпринимателей картельный сговор, в результате которого заключили тысячи госконтрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия. Ну а далее объем закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания услуг граждан мог сократиться. После того, как мы увидели в деле сговор, признаки сговора, точнее, мы решили все-таки направить запросы в ряд контрольно-надзорных органов, банки, и Росфинмониторинг, и налоговая служба, и казначейство, и сами электронные торговые площадки, и банки, и провайдеры. Запросили информацию, и по итогам анализа, вообще начала анализа этой всей истории, мы увидели признаки. Увидев признаки, мы попросили в центральном аппарате, написали служебную записку и попросили их поручить рассмотрение данного дела нам. Так как у нас есть просто правило, регламент, если в 2 и более субъектах распространяется картельный сговор, нарушение антимонопольного законодательства, необходимо это дело передать либо в центральный аппарат, либо, если по поручению центрального аппарата, рассмотреть самим. Самое интересное сотрудников Ингушского УФАС ожидало в Липецкой области. Выехав туда с внеплановой проверкой, Ахмед Аушев наткнулся на странное, но теперь уже понятное поведение сотрудников компании. На воре, как говорится, и шапка горит. Проверяемые лица как могли препятствовали антимонопольщикам, но при поддержке правоохранительных органов уже внутри крупного производителя МПК «Елец» наружу всплыло много интересного. Когда мы туда вышли, у нас каким-то чудом свет отключили, у них какое-то замыкание, оказывается, произошло. Потом в дальнейшем мы поняли, что это была не случайность, это было противодействие своего рода. Когда мы проводили неплановую проверку, нас какое-то время, полчаса, час, был большой двор и несколько зданий. Нас вели по одному зданию, говорили, показывали фактически историю всего завода. Мол, они в 2004 году открылись и прочее. А в это время не выкидывали документы? Да, и в это время через дорогу мы еще не знали. Следы залетали. Да, и мы что-то нам кажется подозрительным, с чего это нам пустые кабинеты показывают и историю рассказывают. И так получилось, что когда мы осуществляем выездную проверку, в кабинете тендерного отдела стоит огромный шкаф, такой тяжеломенный, такой старый шкаф. И когда я заглянул за этот шкаф, я вижу, что там в углу лежит ноутбук. Видимо, они думали, куда же спрятать этот ноутбук, и закинули его за шкаф. Когда мы достали этот ноутбук, мы увидели в этом ноутбуке очень много доказательств, которые подтверждают наличие сговора. В том числе там была папка, которая называется «Фирмы». И заходишь в эту папку, и там все наши участники картеля, все их документы, да, абсолютно вся их деятельность была в компьютере. У них как-то они постарались, конечно, но благо ноутбук не разбился, видимо, как-то хороший находка. По сути, на каждый аукцион уже заранее был определен победитель. У других выиграть шансов не было изначально. Руководители компаний даже договаривались между собой, кто и насколько будет понижать цены. В офисах нашли даже памятки для новых сотрудников, обучаемых заключать антиконкурентные соглашения. В материалах дела установлено, что участникам картеля при подаче заявок на участие в торгах
заявки подаются с одного IP-адреса. Это было нам еще известно до выездной проверки. Но при осуществлении выездной проверки уже там, в городе Илец, в помещении тендерного отдела, мы обнаружили настоящий лист, в котором мы видим, что вот Wi-Fi пароль общий МПК Илец был раздан всем участникам картеля, то есть у них был доступ к одному точку Wi-Fi. Это как бы объясняет тот факт, что все участники картеля заявки подают с одного IP-адреса. Участники сговора использовали правило «третий лишний», которое применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные – поставщики иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали по 2 согласованных между собой предложения, что, кстати, и видно по всплывшим их перепискам. Вследствие заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой. Ущерб бюджету страны колоссальный. В чем является такая часть, кощунственная, можно сказать, часть этого дела, это что эти компании использовали именно режим национальной безопасности в сговоре и тем самым начали зарабатывать именно через торги. Кроме того, что хозяйствующие субъекты, ряд хозяйственных субъектов в нашей стране были поставлены в неравные условия, это, я думаю, сотни и сотни предпринимателей, которые там занимаются продажей на данном рынке. Данный картельный сговор причинил очень серьезный крупный ущерб вообще бюджету нашей страны, так как, повторюсь, сказал, что мало какие субъекты остались не затронуты в результате этого сговора. Они работали масштабно, работали по всей стране. Это вот производитель этого расходника и плюс еще организации, которые работали вместе с ним. Ингушская УФАС признала вышеперечисленные компании вместе с их координатором МПК «Илец» нарушившими закон о защите конкуренции. Компаниям теперь грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной, то есть максимальной цены контрактов. Материалы дела передадут в правоохранительные органы. Ада Мережков, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.